Надия Мурад. Последняя девушка. История моего плена и мое сражение с исламским государством. Мама любила меня, но не хотела, чтобы я родилась. За несколько месяцев до моего зачатия она экономила на чем могла. Динар здесь, динар там, сдача с похода на рынок или тайком проданный фунт помидоров, чтобы купить противозачаточные таблетки, о которых даже не смела заикнуться моему отцу. Езиды не вступают в брак с представителями других религий. Переходить в нашу веру другим тоже не разрешается. Потому большие семьи – единственная гарантия того, что мы не вымрем. К тому же, чем больше детей, тем больше рук для работы на ферме. Моей матери удавалось покупать таблетки 3 месяца, пока у нее не закончились деньги. И почти сразу же после этого она забеременела мною, своим 12-м и последним ребенком. Она была второй женой моего отца. Первая его жена умерла молодой и оставила ему 4 детей. Моя мама была настоящей красавицей. Она родилась и выросла в Коччу, в бедной и глубоко религиозной семье. И ее отец с радостью отдал ее в жены моему отцу. Тот уже владел кое-какой землей и животными, и в сравнении с остальными жителями Коччу считался зажиточным. Еще до того, как моей матери исполнилось 20 лет, и она научилась готовить, ей пришлось стать женой и приемной матерью 4 детей. Сама она тоже быстро забеременела. Она никогда не училась в школе и не умела читать и писать. Как и многие езиды, она почти не знала арабского и едва могла объясниться с арабами, которые приходили в наш поселок на свадьбы или за покупками. Даже наши религиозные рассказы оставались для нее загадкой. Но она усердно работала и выполняла много обязанностей, которые возлагаются на жену фермера. Беременность не считалась причиной, чтобы отлынивать от них. Разве что она оставалась дома, когда тяжело вынашивала моих братьев-близнецов, Сауда и Масуда. От беременной езидской женщины ждут, что она будет собирать ветки для растопки, сажать и пропалывать растения и водить трактор до самых родов. А после начнет брать младенца с собой на работу. У моего отца в Коччу была репутация очень патриархального и благочестивого езида. Он заплетал длинные волосы в косички и покрывал голову белой тканью. Когда Коччу посещали кавали, странствующие проповедники, играющие на флейте и барабанах, распевающие религиозные гимны, он торжественно приветствовал их вместе с несколькими другими мужчинами. Его громкий голос часто было слышно в Дживате, доме собраний, где собирались мужчины поселка, чтобы задать нашему Мухтару вопросы о религии или о текущих делах. Несправедливость ранила моего отца сильнее физической боли, а гордость придавала ему сил. Его приятели обожали слушать истории о его героизме. Например, как он спас Ахмеда Джассо от соседнего племени, решившего убить нашего Мухтара. Или как однажды из конюшен предводителя арабов-суннитов сбежали арабские скакуны, и мой отец, размахивая пистолетом, спас Халафа, бедного фермера из Коччу, которого обнаружили в поле верхом на одном из скакунов. «Твой отец всегда старался поступать правильно», — сказал один из его друзей после его смерти. Однажды он пустил переночевать одного курдского повстанца, за которым гнались иракские военные, хотя этот повстанец привел к его дому полицию. Тогда полицейские хотели арестовать обоих, но отцу каким-то образом удалось оправдаться. «Я помог ему не из-за политики», — сказал он. «Я помог ему, потому что он человек. И я человек». И полицейские их отпустили.
Потом этот повстанец стал другом Масуда Барзани. Вспоминал друг, не перестававший удивляться этому факту спустя столько лет. Мой отец не любил ввязываться в драки, но когда надо, он их не сторонился. В одном столкновении он потерял глаз, и оставшийся в глазнице небольшой шар молочного цвета, похожий на мраморные шарики, которыми я играла в детстве, делал его вид весьма угрожающим. Я часто думала, что если бы мой отец был жив, когда в Кочу пришли террористы из ИГИЛ, то он бы точно возглавил восстание против них. К 1993 году, когда я родилась, отношения между моими родителями разладились, и мать страдала из-за этого. За несколько лет до этого в Ирано-Иракской войне погиб старший сын отца, и после этого, как говорила мать, все пошло не так. Мой отец привел в дом другую женщину, Сару, женился на ней, и она стала жить со своими детьми в той части дома, которую моя мать долго считала своей. Многоженство в езидизме не запрещено, но не каждому в Кочу сошло бы это с рук. Впрочем, моему отцу никто не задавал лишних вопросов. К тому времени, когда он женился на Саре, у него уже было много земли и скота. И когда выживать в Ираке из-за санкций войны стало труднее, ему потребовалась большая семья, больше, чем могла ему обеспечить моя мать. Мне до сих пор трудно осуждать своего отца за то, что он женился на Саре. Любой человек, чье выживание зависит от количества выращенных за год помидоров или от поиска лучших пастбищ для овец, поймет, зачем нужна еще одна жена и больше детей. Тут дело не в личных отношениях, хотя позже, когда он официально покинул мою мать и отправил нас жить в небольшую постройку за домом, почти без денег и земли, я поняла, что его решение было не только прагматичным. Он любил Сару сильнее матери. Я просто смирилась с этим, как и с тем, что сердце моей матери было разбито, когда он привел домой новую жену. После того, как отец нас бросил, она часто повторяла мне и двум моим сестрам, Димали и Атки: «Огради вас Бог от того, что пережила я». Я хотела походить на нее во всем, кроме того, чтобы оказаться брошенной. Мои братья были не такими терпимыми. «Бог заставит тебя заплатить за это», — как-то воскликнул Масуд в ярости. Но даже они признавали, что жизнь стала легче, когда мама и Сара перестали бороться за внимание отца. За несколько лет мы научились существовать рядом. Каждый день по пути в начальную школу я проходила мимо их дома, в котором родилась. Их собака не лаяла на меня. Мы вместе проводили выходные, и отец иногда отвозил нас в город Синджар или к горе Синджар. В 2003 году у него случился сердечный приступ, и он сразу как-то постарел и уже не вставал с кресла в больнице. Через несколько дней он умер. Казалось, не столько от больного сердца, сколько от стыда за свою немощность. Масуд пожалел, что накричал тогда на него. Моя мама была глубоко религиозной женщиной, верившей в знамения и в сны, с помощью которых езиды толкуют настоящие события или стараются узнать будущее. Когда на небе появлялся новый полумесяц, она выходила во двор и зажигала свечи. «В такое время дети чаще болеют и попадают в беду», — объясняла она. «Я молюсь, чтобы ничего такого не случилось с вами». У меня часто болел живот, и тогда мама отводила меня к езидским целителям, которые давали мне травы и отвары. Мама заставляла меня их пить, хотя я ненавидела их вкус. Когда кто-то умирал, она посещала Кхочека,
езидского мистика, который следил, чтобы умерший перешел в загробную жизнь. Перед тем, как покинуть Лалеш, долину на севере Ирака, где расположены наши главные храмы, многие паломники-езиды заворачивают немного земли в маленькие треугольные платки и хранят их в карманах или в бумажниках в качестве талисмана. Мама всегда держала при себе такой платочек со священной землей, особенно после того, как мои братья стали уходить из дома и работать на военных. «Им нужна защита, Надя», — говорила она. «Они занимаются очень опасным делом». Она отличалась практичностью и трудолюбием и старалась как могла сделать нашу жизнь лучше. Езидские поселения самые бедные в Ираке, а наша семья считалась бедной даже по езидским меркам, особенно после того, как родители разошлись. Несколько лет мои братья рыли колодцы вручную, спускаясь во влажную землю все ниже и ниже и стараясь не переломать себе кости. Вместе с мамой и сестрами они обрабатывали земли других людей, получая в качестве оплаты немного помидоров и лука. Первые 10 лет моей жизни у нас редко бывало мясо на обед. Мы в основном питались вареными овощами, а братья покупали новые штаны только тогда, когда через старые начинали просвечивать ноги. Постепенно, благодаря стараниям матери и экономическому росту в Ираке, после 2003 года наше положение, как и многих езидов, улучшилось. Курдское правительство разрешило брать на службу езидов, и братья устроились в пограничную охрану и в полицию. Это действительно была опасная работа. Брат Джало с отрядом полиции охранял аэропорт Таль-Афара, и этот отряд потерял много людей в первый год службы, но платили им там хорошо. В конце концов, мы переехали с земли отца в свой собственный дом. Люди, которые знали мою мать только как религиозную и трудолюбивую женщину, удивлялись, обнаружив, что она умеет быть веселой и превращать все в шутку, даже тяжелые переживания. Она понимала, что почти наверняка не выйдет больше замуж, но это ее не огорчало. Однажды, через несколько лет после ее расставания с отцом, в Кочу приехал один мужчина. Он надеялся привлечь внимание матери, но она, услышав, как он входит в дом, схватила палку и побежала за ним, крича, что ни за что не выйдет за него. Вернувшись, она хохотала без остановки. «Вы бы видели, как он перепугался!» — повторяла она, изображая его гримасу, пока мы все не покатились со смеху. Если выходить замуж, то уж точно не за мужчину, который убегает от старухи с палкой. Она смеялась над всем. Над тем, как ее бросил отец, над моей одержимостью прическами и косметикой, и над своими неудачами. Вскоре после моего рождения она стала ходить на курсы грамотности для взрослых, а потом ее учительницей стала я. Она усваивала все быстро, наверное, отчасти потому, что умела смеяться над своими ошибками. Рассказывая о своих попытках предохраниться от беременности до моего рождения, она как будто вспоминала книгу, которую читала когда-то, и любила в ней только некоторые страницы. Ее нежелание забеременеть казалось ей забавным, потому что теперь она не могла представить своей жизни без меня. Улыбаясь, она говорила, что полюбила меня сразу, как я родилась. И еще она очень любила, когда я каждое утро грелась возле глиняной печи, в которой она пекла хлеб, и разговаривала с ней. Мы смеялись над тем, как во мне просыпалась ревность, когда она ласкала моих сестер или племянниц. Я поклялась никогда не покидать ее, и мы всегда спали в одной кровати, пока в Кочу не пришло ИГИЛ и не разлучило нас. Она была мне одновременно и матерью, и отцом. И мы полюбили ее еще больше, когда стали старше и поняли, как много она страдала.
Я привыкла к нашему дому и даже не представляла, как смогу жить где-то еще. Посторонним Коча мог показаться слишком бедным поселком, чтобы жить в нем счастливо. В такой глуши и среди таких пустошей он был просто обречен на бедность. Наверное, у американских солдат, которых дети облепляли и выпрашивали у них ручки и конфеты всякий раз, когда они появлялись в Кочу, сложилось именно такое впечатление. Я тоже была среди этих детей и тоже выпрашивала подарки. Иногда в Кочу заезжали курдские политики, правда только в последние годы и то в основном перед выборами. Одна из партий, Демократическая партия Курдистана Масуда Барзани, после 2003 года открыла свой двухкомнатный офис в Кочу. Но он в основном служил клубом для мужчин, вступивших в эту партию. Многие с глазу на глаз жаловались, что их заставляют поддерживать партию и утверждать, что езиды – это курды, а Синджар – часть Курдистана. Иракские политики вовсе игнорировали нас, а Саддам в свое время пытался заставить нас объявить себя арабами. Как будто под страхом смерти мы забудем о своем происхождении и не будем протестовать. В каком-то смысле жизнь Кочу уже была протестом. В середине 1970-х Саддам начал насильственно переселять национальные меньшинства, в том числе курдов и езидов, из их деревень вокруг горы Синджар. Шлакобетонные дома, строго спланированные поселения, где их было легче контролировать. Но Кочу находился достаточно далеко от горы, и нас пощадили. Езидские традиции, которые считались устаревшими в новых поселках, в нашей деревне сохранялись и даже процветали. Женщины носили платья из тонкой белой ткани и головные уборы своих бабушек. На шумных свадьбах со сложными обрядами танцевали старинные танцы и звучала классическая музыка езидов. Мы даже постились для искупления своих грехов, тогда как многие езиды уже забросили этот обычай. Мы ощущали себя сплоченным сообществом, и даже споры из-за земли или брака казались незначительными. По крайней мере, они не мешали нам любить друг друга. Жители могли просто заходить друг к другу допоздна и гулять по улицам без страха. Я слышала, как приезжие из других мест говорили, что ночью Кочу светится в темноте. Атки клялась, что однажды кто-то назвал его Парижем Синджара. Кочу был молодой деревней, полной детей. Очень немногие жители лично помнили Ферманы. Большинство считало, что все это в далеком прошлом, что мы живем в современном цивилизованном мире, где никто не будет истреблять целый народ из-за его религии. Я тоже так думала. Мы росли, слушая истории о резне, и они казались нам страшными сказками, которые просто должны сильнее сплотить нас. Подруга моей матери, например, рассказывала о притеснениях со стороны оттаманов в Турции, где когда-то жило много езидов, и о том, как ее мать и сестру держали в пещере и морили голодом. Чтобы выжить, им приходилось есть вареную кожу. Я слышала этот рассказ много раз, и от него всякий раз сосала под ложечкой. Мне казалось, я никогда не стала бы есть кожу, даже если бы умирала с голоду. Но это была всего лишь страшная история. С другой стороны, жизнь в Кочу нельзя было назвать легкой. Все дети, как бы их ни любили, были обузой для родителей, которым приходилось работать день и ночь, чтобы прокормить семьи. Когда мы заболевали и болезнь нельзя было вылечить травами, приходилось ехать в Синджар или в Мосул к врачу. Одежду нам с братьями и сестрами шила мама, а когда мы стали немного богаче, то раз в год покупали ее на городском рынке. Во время санкций, наложенных ООН на Ирак, с целью вынудить Саддама отречься от власти, мы плакали, потому что нельзя было достать сахар. Когда в поселке появились школы, сперва начальная, а потом и средняя, родителям приходилось выбирать: отправлять детей учиться или оставлять их дома, чтобы они помогали в работе. Очень долго простому езиду было трудно получить образование,
И не только из-за иракского правительства, но и из-за религиозных лидеров, которые считали, что светское образование подталкивает к бракам на стороне и, следовательно, к потере самобытности. Родители тоже многим жертвовали, лишая себя дополнительной пары рук. Да и какую работу найдут их дети, получив образование? Такой работы в Коччу не было, а жизнь за пределами деревни, далеко от езидов, манила только самых отчаянных или очень самонадеянных. Родительская любовь становилась источником страданий. Жизнь в сельской местности опасна, случается всякое. Мама вспомнила, как в молодости погибла ее старшая сестра. Она упала на пшеничном поле с трактора, и он ее переехал. Лечиться часто бывало слишком дорого. Мой брат Джало и его жена Асма теряли одного ребенка за другим из-за болезни, унаследованной Асмой. Они были слишком бедны, чтобы купить лекарства или отвезти ребенка к врачу. Из их 8 детей умерли 4. Моя сестра Дималь лишилась своих детей из-за развода. В езидском обществе, как и во всем Ираке, у женщин очень мало прав при разводе, чем бы он ни был вызван. Другие дети погибали в войнах. Я родилась всего через 2 года после войны в Персидском заливе и через 5 лет после окончания Ирано-Иракской войны, бессмысленного 8-летнего конфликта, основной целью которого, казалось, было желание Саддама заставить свой народ страдать как можно сильнее. Эти дети, которых нам никогда не было суждено увидеть, обитали в наших воспоминаниях, словно призраки в домах. Отец отрезал свои косички, когда погиб его старший сын. Хотя в честь погибшего назвали одного из моих братьев, отец никогда не называл его по имени, а только по прозвищу Хизни, что означает печаль. Мы вели счет времени по урожаям и езидским праздникам. Погода не жаловала нас круглый год. Зимой по улицам Коччу разливалась похожая на цемент грязь, засасывающая обувь. А летом стояла такая жара, что приходилось работать на ферме ночью, чтобы не упасть в обморок на солнцепёке. Иногда случался неурожай, и тогда воцарялось всеобщее уныние, по крайней мере, до следующей посевной. Порой, как бы мы ни старались, нам никак не удавалось раздобыть достаточно денег. Мы таскали на спинах мешки на рынок, где покупатели подходили, вертели овощи в руках и отходили, ничего не купив. Так на своем горьком опыте мы узнавали, что пользуется спросом, а что нет. Выгоднее всего было продавать пшеницу и ячмень. Лук тоже расходился, но не так хорошо. Несколько лет мы скармливали перезрелые помидоры скотине, только чтобы избавиться от них. И все же, несмотря на все трудности и лишения, я никогда не хотела жить нигде, кроме Коччу. Пусть зимой улицы и заливала грязь, но зато не нужно было идти далеко, чтобы повидаться с любимыми людьми. Пусть жара летом и удушала, но зато мы все вместе спали на крыше, где можно было разговаривать и шутить с соседями, спавшими на своих крышах. Пусть работать на ферме было тяжело, но мы зарабатывали достаточно для простой и счастливой жизни. В детстве я так сильно любила свою деревню, что мастерила миниатюрный Коччу из старых коробок и всякого мусора. Вместе с Катрин мы заселяли эти дома самодельными куклами и женили их между собой. Конечно же, перед каждой свадьбой куклы-девушки посещали роскошную парикмахерскую, сделанную из пластикового ящика из-под помидоров. Но самое главное, я никогда по своей воле не покинула бы Коччу. Потому что там жила моя семья, которая сама представляла собой маленькую деревню. У меня было 8 братьев. Старший, Ильяс, был мне как отец. Хайри первым устроился служить в пограничную охрану, чтобы помочь прокормить нас. Писсе отличался упрямством, но ни за что бы не позволил, чтобы с нами случилось что-то плохое. Масуд стал лучшим механиком и одним из лучших футболистов в Коччу, а его брат-близнец Сауд держал небольшую лавку. Джало открывал свое сердце всем, даже незнакомцам.
Проказник Саид и минуты не сидел на месте, а мечтатель Хезни витал в облаках. Но мы все боролись за его внимание. Еще у меня были две сестры, тихая, похожая на мать Дималь, и Атки, которая могла поспорить с братьями, чтобы ей позволили сесть за руль пикапа. А рядом жили мои единокровные братья Халед, Валид, Хаджи и Навав, и единокровные сестры Халам и Хаям. Кочо был местом, где моя мама, как всякая хорошая мать в любом уголке земли, посвятила свою жизнь детям, заботилась о них, кормила и внушала им надежду на лучшее. В последний раз я видела ее в другом месте, но до сих пор, вспоминая, представляю ее именно в Кочо. Даже в самый тяжелый период санкций она старалась дать нам все необходимое. Когда у нас не было денег на сладости, она тратила последние монеты, чтобы мы купили жевательную резинку в местном магазине. Когда в Кочо приезжал торговец одеждой, она упрашивала его продать платье в кредит. По крайней мере, в следующий раз наш дом будет первым, куда он зайдет в Кочо. Шутила она, если кто-нибудь из братьев сердился, что она залезла в долги. Она сама выросла в бедности и не хотела, чтобы мы выглядели нуждающимися. Но деревенские жители все равно помогали нам и давали немного муки или кускуса, если могли. Однажды, когда я была совсем маленькая, мама шла домой с мельницы, и в мешке у нее было совсем мало пшеницы. Ее остановил ее дядя Сулайман и спросил: «Я знаю, тебе нужна помощь, но почему ты ко мне не заходишь?» Сначала мама покачала головой. «У нас все в порядке, дядя. У нас есть все, что нужно». Но Сулайман настаивал: «У меня есть лишняя пшеница, можешь забрать немного». Так у нашего дома появились 4 канистры пшеницы, из которой мы пекли хлеб 2 месяца. Моя мать стыдилась, что ей понадобилась помощь, и ее глаза наполнялись слезами, когда она рассказывала об этом случае. Она поклялась делать все возможное, чтобы мы жили лучше. День за днем она выполняла свое обещание. При взгляде на нее в душе всегда пробуждалась уверенность, несмотря ни на каких террористов. Бог защитит езидов, повторяла она нам каждый день. О моей матери мне напоминает многое. Белый цвет, хорошая, порой даже острая шутка, павлин, священный символ езидов, и короткие молитвы, которые я мысленно произношу, увидев изображение этой птицы. Каждое утро она просыпалась рано, чтобы испечь хлеб, садилась на низкую табуретку перед тандуром на дворе и прикрепляла их к стенкам печи, где они раздувались и лопались, готовые к погружению в чашки с расплавленным овечьим маслом. Каждое утро, 21 год подряд, я просыпалась от звуков теста об стенки печи. Шлеп, шлеп, шлеп. И от травянистого запаха масла. Они говорили мне, что мама рядом. Еще в полудреме я подходила к тандуру, и если дело было зимой, то грела руки о печь и разговаривала с ней обо всем. О школе, о свадьбах, о ссорах с братьями и сестрами. Долгие годы я была уверена, что на жестяной крыше нашего душа во дворе откладывались свои яйца змеи. «Я слышала их», — настаивала я, изображая шипение. Но мама снисходительно улыбалась мне, самой младшей дочери. «Надя боится мыться одна», — смеялись надо мной братья и сестры. И даже после того, как мне на голову упала маленькая змейка, из-за чего нам наконец-то пришлось переделать душ, я поняла, что они были правы. Мне никогда и нигде не хотелось оставаться одной. Отламывая обгорелые края свежих лепешек, я делилась с мамой своими планами на жизнь, которые с каждым разом все усложнялись. Мне было уже недостаточно открыть в нашем доме парикмахерский салон. Нам теперь хватало денег на пудру и тени, популярные в городах за пределами Кочо.
Поэтому я собиралась заниматься косметикой после того, как вернусь из средней школы, в которой буду преподавать историю. Мама лишь согласно кивала. «Лишь бы ты меня не покинула, Надя», — говорила она, заворачивая лепешки в ткань. «Конечно, я тебя никогда не покину», — всегда отвечала я. Надя Мурад. Последняя девушка. История моего плена и мое сражение с исламским государством.